Коронавирус не зафиксирован. В коме 16 человек, в том числе 2 граждан Китая, которые находились под медицинским наблюдением, сегодня получили результаты анализа. Все они оказались отрицательными, а вот ситуация с вирусами гриппа и ОРВИ пока хоть и ниже эпидпорога, все же расслабиться не позволяет. В коме на карантин закрыто 14 школ и 5 детских садов. Ксения Лосева призывает всех приготовиться. Приближается самое опасное для ослабленных организмов время – оттепель. По итогам прошлой недели за медицинской помощью в коме с симптомами ОРВИ обратилось 9,5 тысяч человек. Больше половины из них – дети. Сейчас ситуация под контролем, но переменчивая погода может принести сюрпризы. Именно в такие периоды увеличиваются риски различных заболеваний. По взрослому населению количество обращений пока не увеличивалось. В детской практике, да, сейчас идет рост, но это связано с тем, что более тесный контакт, садики, школы. При ОРЗ и гриппе, конечно, симптомы немного различаются. То есть при гриппе это острое резкое начало с высокой температурой, с озноба. При ОРЗ это более постепенное начало и более легкое течение. Циркулирующие вирусы гриппа входили в состав всех вакцин, которые применяли во время прививочной кампании в регионе. А потому серьезных осложнений у тех, кто заранее позаботился о своем здоровье и сделал прививку, быть не должно. Зато число заболевших ротавирусной инфекцией в регионе увеличилось значительно. Так, только в январе зарегистрировано уже 123 случая. Это в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Тогда на этот же период было всего 28 обращений. Вместе с тем, заболевших норовирусом сейчас в 3 раза меньше. Такая тенденция обусловлена цикличностью биологического развития организмов. Сейчас мы видим то, что происходит смена внутри этих возбудителей вирусных инфекций. Если в прошлом году было очень много норовирусов выделено, то сейчас тенденция к смене возбудителя. Сейчас мы, по крайней мере, в течение января видим то, что меняется возбудитель и все больше ротавирусной инфекции. Распространению кишечных заболеваний в первую очередь сказывается это культура населения, то есть гигиенические навыки этого населения. Это одно. И второе – это качество приготовления пищи, поскольку основной путь распространения у этих заболеваний именно пищевой. Считается, что ротавирусу больше подвержены дети, а потому родителям во время эпидемического осенне-зимнего периода нужно внимательнее следить за состоянием ребенка и при первых же симптомах обращаться к врачу. Это, кстати, относится и ко всем остальным заболеваниям. Чтобы не попасть в вирусную ловушку, достаточно соблюдать простые правила. Тщательно мыть руки, обрабатывать продукты перед приемом пищи, проветривать помещение. Главное – бережно относиться к своему здоровью и почаще радовать себя. Последнее, к слову, поможет справиться и с плохим настроением, еще одним заболеванием, которое часто встречается в условиях долгого отсутствия солнца и тепла. Ксения Лосева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юркан.